Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Слава нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, і хай будуть з вами усі. Każdy początek ma swój koniec. Про гэта гаворыць час, які мы сёння перажываем, про гэта гаворыць таксама сённяшняя літургія і сённяшнія чытанні. Чым ёсць Адвент? Адвент ёсць радасным чаканнем на прыйсця Збаўцы нашага Езуса Христа. Эту святую мшу спрабую за Алексея, просячы аб святле Духа Святога у пошуках правды, об ласке, здоровья и супокою. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. Дорогие сестры, что сгрешили верны, думаю словом, учинком и занятами. Моя вина, моя великая, тому прошу наисвятейшую, за всю Панну Марию, всех ангелов и святых, и вас, дорогие сестры, помолиться за меня, за Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Всемогутный Боже, просим Тебе, дай верным Твоим такую охоту, как добрыми справами подрыхтовались до встречи Христа, який приходит, а в судный день наученные на Его выбранных могли досягнуть володарства небесного. Про Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живее и володарит в едности Духа Святого, Бог брат усе веки вечные. Читание книги пророка Иеремии. Надиходять дні, каже пастор, халі я виконую обіцяння, якою обіцяв пророк Ізраїля і пророк Юди. У ті дні, в той час, я узгодую для Давида паросток справедливости, и будет дело чинить правосудие и справедливость на земле. У ті дні Юда буде збавлена, и Иерусалим буде жить безпечно. И назовут его Пан наша справедливость. Это Слово Божие. Израиля, посуда, и сидишь на
груди своей наполнять и выйти нам на бороду. Божья любовь святай нас благословенной. Вернися, Боже, могутя, поглядь с небес и побачь, и наведай этой виноград. Закрой каждого светила Твоя граница, поразили думаться вам вечерее. Божья любовь, нехай будет рука над мужем границы пойдет, над сыном человечным Яковом прежде, и не остановимся мы от Тебя, а живи на сыном будем закликать имя Твое. Божья любовь нас святай нас благословенной. Читаємо перше послання святого апостола Павла до Тессалоникийців. Брати, нехай помножить вас Пан і переповнить вас любов'ю, одно до одного, і до всіх, якою і ми маємо до вас, как умацовать серце ваше бездоганними у святости перед Богом Отцом нашим, у час пристя Пана нашого Ісуса, з усіми ягоними святими. І урешті, брати, просим вас и молим по Пану Иисусу, как вы, принявши от нас тое, як треба вам себе поводить и догоджать Богу, як вы поводите себе, как Божку в этом зростали. Бо вы ведаете, какие мы дали вам наказы от Пана Иисуса. Это Слово Божие. Читание Святого Евангелия Павла Луки. У той час Jezus сказал своим учням: будут знаки на солнце и месяце, и зорках, и на земли, сполох народов и змешання от гуму морского хвалявания. Люди будут млеть от страху и от чакания того, что прийде на свет, бо захиснутся моцы небесные, и тады убачит Сын Человечий, тады убачит Сына Человечего, який буде ісці у облаку з моцою славою великою. Калі ж гэта пачне адбывацца, тады вы простаіцеся і падыміце головы вашыя, бо наближаецца адкупленне вашее. Зважайце ж на сябе, каб сэрцы вашыя не былі абцяжарныя пахмельем і п'янствамі і жыццёвымі клопатамі, і каб дзень той не застаў вас неспадзявана, як пастка. Бо ён прыйдзе на ўсіх, хто жыве на паверхні ўсёй зямлі. Дык чувайце ўвесь час і маліцеся, каб вы маглі пазбегнуць усяго таго, што павінна адбыцца і стаць перад Сынам Чалавечым. Гэта слова Пана.
дзіцячыя, які падчас гэтай некалькі слоў да дзяцей, затым некалькі слоў да бацькоў, а ўсё гэта да большай хвалы Пана Бога. Пачатак адванту. Чым ёсць адвант, я ўжо сказаў. Чым ён можа быць цікавым? Што мы маем падчас адванту чыніць у першай чарзе, як вы думаеце? Чакаць на каго? Сапраўды. Але скажу так па-нармальнаму, што адвант дзеліцца на дзве часткі. Першая з іх гаворыць аб тым, пра што сёння было прачытана і пра што я ўжо ўспамінаў 3 тыдні таму назад. Эсхаталогіі, чылі об конце света, альбо об умирании человека для нового життя. І сапраўды Ісус Христос сьогодні вельмі моцна говорить. В одной из парафій так само святар приїхав на реколекції, так говорив шмат об сповіді, що треба сповідатися, треба своє серце приготовити, треба на початок адванту висповідатися. Ну і пішов, потім сів в конфесіонал, ну ніхто так не приходив в конфесіонал. Сидел, чекал. Ну и наконец пришла одна старшая женщина. И пришла, высповедалась, а споведь имела вообще капитальное из всего життя. Ну и святар под конец задал такое питание. А скажите, ну чего вы высповедали? Что вы, какие слова из моей Евангелии, из моего казания, якое я говорю, потянули вас, что вас иногда натхнули, и что вы пришли сюда высповедаться? А она говорит, я хочу потом это выкористать далее в духе парафии, в часе реколекции. А вона говорить, а він якщо так говорив про це, хук море, який там наступить при конец света, і що так замік на хвилинку, і я дунув в цей мікрофон. Я подумала, що ти рипнув, а що буде під конец света? Тропы, и когда тропы зарчат, вот так все затрясется. Подумала, ну пора вести сюда, и дома клеит конец будет. Ось дети, так и есть у нашем житті. Księdza Aleksandra jeszcze nie ma, ale on za chwilę przyjedzie, пока i ja тут есть, ksiądz Aleksandr, bo już za tydzień nie będzie, kto za 2 znowu nie będzie, kto znowu nie będzie. To trzeba, koли ласка, висповідатися. Приїде ksiądz Aleksandr, треба добре розпочати час адванту. Сьогодні маємо знак тут така. Одна свечка горить. Что означает эта свечка? Першая неделя адванту. И сапраўды так ёсць. Першая неделя адванту нам потрібна для чого? Как вы задали себе питання, устали, які есть от себе, які есть вимагання, от себе щось має треба. А що? У Святом Писании докладно написано, что нам треба, сегодня мы так само прочитали, добро приготовиться по простое, что будем чинить себе добро. Czyli dobre поступки. Подчас кожного адванту дети в первой черзе повинны быть добрыми для кого? Для батьков, сапраўды. Затым маем быть добрыми для кого? Для братьев и сестер, якіх маем. Затым так само для наставников и для всех людей, якіх мы спотыкаем. И это есть добро. Як вы думаете, что такое быть добрым? Допомагать робити добрі поступки, сапраўды. Добрыя поступки робить. И захочу вас, дети, подчас адванту, робить гэтыя добрыя поступки. А и так само час адванту, это час святой имши, который называется ратная имша. Вот тут свечка горит, стоит, иначе не горит, и она будет гореть только подчас имши ратней. Это святые имши ратние будут для вас так само у понедельник, у середу и в субботу можно будет прийти, забыть какую-нибудь наклеечку, а потом под конец, кто соберет все пузли, можно будет отрывать якийсь подарунок, які уже здобытые, я их уже привез из заряжи. Они так само еще долетели. Так вот, это стойки за охоты для детей, как быть поступленными, как в своем житті не стратить Пана Бога. А чим есть адвент? Адвент это есть часом радостного очікування другого прийстя Ісуса Христа. Вы, дети, может, вам еще зарано думать об смерти, а ось нам уже старшим людям. Треба задуматься, что такое смерть, и на этой смерти засяродиться. И это есть адвент, как быть добрым, приготованным.
как бы добрым приготовленным, мы спеваем песни, чекаем на тебе, Иисус. А как Иисус все пришел, что мы ему сказали? Пан Иисус еще трошки зарано. А вы спевали. А не Пан Иисус еще трошки зарано. Ну так спевали. Приходит спевать, добре учить. А не так, как Пан Иисус пришел, теперь что мы будем ему отказать? Так вот, несколько прикладов для дорослых. Для дорослых, что нам має знати більше з якогось питання? Сьогоднішнє Євангеліє ми прочитали. Єсус сказав своїм учням, будуть знаки на сонці, місяцях і зорках на землі, сполох народів, змішання від гулу морського хвалювання. Люди будуть млеть від страху. Будуть панцовувати від страху. От того, что их чакає. Змешання. Что такое змешання? Это змешание нам перешкоджает людям быть добрыми у один одного. Это змешание набывает нас разными тяжкостями, тросками, проблемами, которые на нас накладываются, и это аббатство грати, если не мыть по посадку, если не мыть подлогу. Если просто потерпите, туда снова проклеится град, снова проклеится кисина, а не коли будем уживать кисти плынов химических, которые потребны, то мы тогда эту грязь отмыем. И гвоздь так есть. Паралогую наше життя до такого звіра, як корова. Не ведаючи, веруєте, я, конечно, зноски, коров колись пасилася шмат у дитинстве. Теперь уже маму батьки уже продали. Але корова моя, не ведаючи, веруєте, два желудки. В один желудок находит целый день на поле и срывает траву. И туда закидает такие бункеры. З этого желудку, а ничего молока не будет, никакой своего спашки не будет. Например, корова вертается в свое место, где она проживает, тоді вона або колено кладеться, і вона починає з одного желудку передавати собі у горло ще раз эту траву, яку не збирала, пережовувати її, і затим подавати у наступний желудок, з якого молоко перетворяється у молочко, яке ми всі п'ємо. Ось так. Так ось, брати і сестри, ви казали в своїх тяжкостях, подобні до корови. Ми маємо якісь тяжкості, в этой тяжкості. Мы уже развязались, а мы так зациклились на них, что мы пережевываем не один раз, как эта корова, а 20 разов. Так что они уливают неспокой в наше сердце. И этот неспокой вельми часто перешкоджает нам в нашем жизни преодолеть какие-то тяжкости. Но мы не хотим их преодолеть. Мы не ведаем, где не сделать. Эдвард Станяк, вельми знаний казнодей, я шмат его книжек читаю, прочитал такий приклад пригожий, что человек, который хочет пойти на Маунт Эверест, на такую гору высокую, на початок приезжая, на такую поляну, до певного моменту, докуда может ехать транспортный сродок, и бачить на этой поляне прихожие крамы, рестораны, можно гулять, танцевать. Кто приехал, как без такой задней охоты, может остаться там, и заместо этого целью, и себе поставил, как сдавить Маунт Эверест, можно остаться и всю жизнь гулять. Сьогоднішнє Євангеліє прочитали, п'яництво і гуляйство. Так воно так. Але, коли чоловік осмислить, що ні, це ціль мой другий, то бере своє дарування і йде до наступного пункту, наступний пункт, там може розбити собі шатер який-небудь, випочити, а в тим пункті є такі таблички стоять. Стоять таблички із написами людей, які пошли і не вернуться слово. Это набывает человека рейдом. Человек начинает думать, чи идти, чи не идти. Чи я одолею в этой тяжкости, чи не одолею. Але коли здецидує, що хоче повести этой лень, який має страх, перед що може чогось не зробити, він міцніший і допоможе взяти життя в свої руки. Адвент – это час, как взять свое життя у руки. Как пробовать что-то изменить. Есть такие Тамерлан. Тамерлан – это вод войска монгольского. Тамерлан был одним из вельми знаних водов войска. Но много разу он пошел на поле войны и проиграл этот бой. Утекал со страху. Утекал так, что пошел, сховался в сарай. И в этом сарае сидел несколько новотыков. Ничего не хотел робить, он дрожал со страху. Моє войско було розбите. І коли так лежав, со страху этого бачив мурашку, мурав'я, який нес
nasionko z kukurydzy, ziarnuszko kukurydzy. Это nasionko kukurydzy превышало его в 10 разов. Было тяжелейшее и больше, чем он. Але он пробовал подняться на стенку этой мурашки. И этой вот, поскольку не имел что начал лечить. Сколько долго хватит силы и нервов в этой мурашке. Ну и мурашка первый раз пробует, другие, третий не то. 69 разов. Мурашка с этим зернышком кукурузы пробовала подняться наверх. На 70-й раз удалось. Подорвался мозг этой, который уже не имел в себе надеи. И сказал, мне так само удастся переналезть. Переформовал свое войско, и как история говорит, это справді, як история говорит, здобыл той кавалок земли, яким старался. Браты и сестры, когда звычайная мурашка так великому человеку дала надею, а чи нам Бог не дає надею? Глядите, какая надея загорелась еще не первая свечка. Ksiądz Aleksander уже есть, можно, будь ласка, кто хочет высказаться, как приготовить свое сердце, как приготовить хлебу своего сердца, как можно было познать, что в житті менять, как справді, когда загорится эта опошняя свечка на этой деятельности. Когда Иисус Христос мая народиться еще раз в моем сердце. Что у меня есть и что мне дает надею? Чи справді Бог мне дает надею? Через какое питание я ставлю кожному из вас? Як звичайная мурашка, звичайным зернышком дала человеку надею и помогла переформовать войско. Чи я готовый переформовать свое житье у дорозе до святости? Верю в единого Бога и Отца Всемогущего. Сына Божьего единородного, за Отца народного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого Святого, Бога сокровенного, Духа сокровенного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве Бога еще осталось, и для нас, людей, и для нашего избавления, зашел из неба, и человечья от Духа Святого, с Девой Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, погодный Писание, и взошел на небо, святить праворучие Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, Веру благодарству не будет конца, веру Духа Святого, память и животворцу, який зайца и сына походит, якому разом зайцом и сыном належит поклонение и хвала, який промовлял про славу, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один гроз, для отпущения грехов, и чекаю воскрешення померлих, і життя вічного в будущем світі. Чекаючи прийстя Збавця нашого Ісуса Христа, вознесем до Бога наші супольні просьби. Молимся, Святый Костел, возвещающий свет Евангелия, отрихтовывал людей до совершенства Христом. Тебе просим. Молимся, Святого Отца, что Христос в Христе веков почекая, наполнял его своим спокоем. Тебе просим. Молимся за наш народ, чтобы он воплотился в заховании веры, и снова повлиял на нее. Тебе просим. Молимся за молодь нашей крови, чтобы она добро подактовалась пылками, толковать знания своих будущих заданий у громадства. Тебе просим. Молимся за наших помилых батьков, родных и добродетелей, как отримали и не спокой, вечное житие здоровье. Тебе просим. Молимся за нас, тут собраны, как перед Адвентом расстоял погрубление нашей веры, подготовал нас до встречи с Христом. Тебе просим. Молимся за Алексея, просячи в світлі Духа Святого в пошуках праці, области здоров'я і супокою. Це просимо.
Всемогутный, вечный Боже, який прагнешь спавления всех людей, слухай наши молитвы и учини, как наши дни были наполнены спокоем раз Христа Пана нашего. Чекаєм Єсуса, як приходить, славу надавай. Чекаєм Єсуса, як приходить, треба серце води давай. Ми чекаєм Єсуса, ми чекаєм Єсуса, ми чекаєм Єсуса. І побачив Єсуса, як приходить, нам відходиться. Побачив Єсуса, як приходить, на давно пом'янеться. Чекаєм Єсуса, чекаєм Єсуса, чекаєм Єсуса. Молитесь, как мою и вашу я вяру, принял Бога Иисуса Навсегда. Нехай Пан Бог прийде на вяру з рук твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Христову Святому. Panie nasz Boże, prosił Ciebie dary, jaki ja dziękuję Twojej szczodrości otrzymali, jaki jest synowska daność Tobie, jak wiaruję. Uczynika Bogata, jak wiara stała dla nas zadatkiem wiecznego spełnienia przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Poworu sercy. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Naprawdę godna, это и справедлива, слушна и свободна, как мы завсёды и всюdy Тебе складали подяку. Panie święty Ojcze Всемогутny, wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego. I On przy pierwszym swoim przyjściu z pokorою przyniałszy ciała, wykonał Twój sprawiedliwy nakaz i nam odkrył szlak do wiecznego zbawienia. I On znów przyjdzie wzięcie swojej sławy, aby dać nam obiecane dary, jakich my czekajem, jakich my czuwali z nadzieją i czekajem. Тому z aniołami, archaniołami i z usimi świętymi my obwieszczajem Twoją chwałę, razem z nimi usklikający. Святий, 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 Пан Бог всемогутній, Пан Бог всемогутній, небо і земля, Бог і янголи хором, Бог і янголи хором. Осанна, 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 Zaprawdę Boża, Ty święty, krynica się na tej świętości, temu jedności z усім Kościoła. У pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus uwaskroś i spasłał na apostola Ducha Świętego, przez Chrysta proszę Ciebie, Wszechmogutny Boże. Освяти Ty дары росою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа.
Jon, kali dobrowolna wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każący: Wierujcie i jeszcie Świętego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każący: Wierujcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi Twojej, kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiery. Wyznają Twoje woskresenie i czekają Twojego wystąpienie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuj, czyż to uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorno molim Ciebie, как всех нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсеяний по всем свете, удоскональ его в любови разом с Папом нашим Францишком, biskupом нашим Юзефом и всем духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які апостолі в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці прийшов з этого світу, и дозволим убачить святого обличия Твоего. Просим Тебе, zmiłujся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрад веку подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христові Христе, Тобі, Божа Ojca Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, правду Тебе і вічная. Бог так полюбил нас, что спасал нам, як Избавителя Своего единородного Сына, тому осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злока, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа.
Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Проси мне, зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранець Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечерю Ягоною. Аминь. Я не могу, как ты возвещал до меня, але скажи только слово, и люди оздоровлены. Yeah.
Молимся. Boże nasz Ojcze, niechaj ogromnym będzie nasz udział w tej tajemnicy.
Раз якую ты ведешь над земных пилигримов по дороге до неба, и учащим сердцем любить вечные доброты праз Христа, Пана нашего. Объявы 30 листопада свята святого Андрея Апостола, 3 сiječnja uspavin святого Франтишка Ксаверия и 4 сiječnja у субботу успавин святого Яна Дамаскина, пресвитера и доктора костела. Святые и вшероратные в нашей парафии будут отбываться у понеделок и в середу в 6:45 з раницы. У четверг у 19:00 для тих, хто не може, у інші дні, і в суботу у 8 годин раниці. Кожний понеділок, середу і суботу дітям будуть роздаватися наклейки, а затим, як я говорив у Казані, якісь узнагороди. Заохочуємо особливим чином дітей і молодь до чинного уділу у гэтых святых імшах. Сьогодні після святої імши відбудеться освячення оплатків на вігілійний стол, ахвяри з їх предназначені на будову. У суботу, 4 снежня, після святої імши у 19:00 відбудеться у нашій парафії при уделе хору с парафии святого Франтишка Осиского в Минску и нашего парафиального хору молитва с певом Акафист, Марийный спев, который в первой черте має подкреслить то, до чего мы будем приготавливаться праздновенную, 9-дневную новенну от 29 листопада по 7 снежня, кожен день она будет после святой імши, а до урочистості бездоганного зачаття Найсвятейшої Панни Марії. Так що в наступну суботу у 19:00 запрошую до молитви з співом в нашій парафії після святої імши у 19 годин. З 29 листопада по 7 снежня, як сказав, відбудеться новенна. До конца листопада у 18:20 молимся на Ружанці за душі померлих у виписаних у випомінках. Можна приносить до 12 снежня уключно речі на Каритас, а так само продукти харчування довготерміновим часом дійності. 12 снежня – це опошній день, це буде неділя, 3-я неділя Адвенту. А так само у 4-ю неділю Адвенту у нашій парафії відбудеться кірмаш вигилийный, святочный, боженародженный, так, кто его хоче называет, захвачує до чинного уділу у гэтым кірмаші. Уже сьогодні дякую всім, хто добровольно ахвярується щось зробити, а потім купити. Адорація Пана Єзуса у Найсвятейшем сакраменті в інтенції нашої родини буде відбуватися наступним чином. У понеділок, у вторник, у п'ятницю, у суботу і у неділю з 14 до 19 годин. Середа і четверг з 14 до 20:30. На гэтым тыдні припадае першы четверг месяца молитвы об новых покликаниях до службы святарской, пятница месяца до Найсвятейшего сердца Иисуса и суббота месяца до Найсвятейшей Панны Марии. Дякую за ахвярование, складенное на будову, за супольную индивидуальную молитву. Дякую Михаэлькам за спев, министрантам за оправу литургичную. Всем вам за то, что вы пришли и молитесь разом с нами. Всем тем, кто прибирает каплицу, а так само тем, кто дежурит. Молимся за тех, кто на этом тыдні святкует дни народжения, именины, юбилей, кто такая народил детей. За добродеев, спиродавцев нашей парафии, так само многих добродеев, будовництва, санктуария, Божьей милосердности и за нас доручаючи кожного поособку, опецы Мати Божией Ружанцовой, Твоей обороне отдаемся. Не помрачай молитвы наши, требуйте злой приходы, выбавляй нас отсюда. Панна праведная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, Священница наша,
Ти заступниця наша, Сином Своїм нас порятуй, Сином Своїм нас прощай, Сином Своїм нас помилуй. Примите Божие благословение, нехай оно нас наполнить, а може напоїть, з правдою, з покоєм. Пан з вами. Молитвя Бога на благословение. Всемогутный, милосердный Бог дає нам ласку, дякуючи, якою ми з вірою вспоминаємо прийстя світ Його Сина і чекаємо Його другого прийстя в славі. Нехай Он осветит вас в светлом приходе, чекавцы, и одорит своим благословением. Нехай у земным змагании Бог даст вам тривалость у веры, радость у надеи и плен в справах милосердности. Мы радуемся прийстю нашего Откупителя в человечем теле, нехай Он одорит вас вечным життем, коли снова придя в славе. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Идите в покое Христа. Под опеку святого Архангела Михаила отдадим нас, наши справы, так само Алексея, ось просячи в світлі Духа Святого у пошуках праці. Святий Архангеле Михайле, віраши нас у змаганні, Дух нам оборони, Уже спокуси і ласка Твого Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, з могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас Богу душною за світі. Амінь. Святий Боже, святий Боже, святий незнаний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Боже, святий незнаний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Боже, святий незнаний, змилуйся над нами. Подражаємо голоду війни зарази, порази нас Боже, отработай и не связывай сердце, стиражи нас Боже. Мы пришли нас, святый Бога просим, высыпай нас душу. Теперь отходится благословение Аллаха. У эту урочистую хвилину прославляем Бога нашего Отца и Його однородного Сина Ісуса Христа, який народився з Найсвятейшої Панни Марії, каби Богом з нами. Дякуємо Тобі, Боже, наш Отче, за цей хліб, плен землі і праці рук чоловіка, який при вігілійним столі нас збере разом, подобно як збирає нас в одно каля алтара евхаристичний хліб. Благослови гэтыя платки, якими мы будем делиться паводле старажытнага хрысціянскага звычаю і выказваючы святочныя жычэнні. Пане, Ты навучыў нас, каб дзелячыся хлебам з іншымі, мы дзяліліся таксама асабліва з патрэбуючымі, любов'ю, спагадай і спакоем. Одари всіх нас дарамі досконалой любові до Тебе і до ближніх, і навучи прославляти Твою айцовську добриню. Праз Христа, Пана нашого. Амінь.
Господи.